Здравствуйте! Вы смотрите «Закон парламент общества», программу, создаваемую при поддержке Государственного совета Республики Татарстан. О том, чем запомнилась уходящая парламентская неделя, я расскажу в ближайшие полчаса. Присоединяйтесь. Начинаем программу с подведения итогов парламентских выборов на территории Татарстана. В Государственную Думу 8-го созыва избраны 4 депутата Госсовета Республики. Это Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Марат Нуриев и Артем Прокофьев. Об этом на 24-м заседании Республиканского парламента заявил заместитель председателя Государственного совета Юрий Камалтынов. Прежде всего, хотел бы поздравить всех с тем, что выборы фактически состоялись, легитимно сформирован высший законодательный орган власти Российской Федерации. Сохраняя преемственность, Дума обновится более чем наполовину. 8-му созыву впервые предстоит реализовать значимые полномочия, расширенные в соответствии с обновленной Конституцией Российской Федерации. В республике выборы в Нижнюю палату Федерального собрания прошли на достойном организационном уровне. Это отмечалось всеми участниками избирательного процесса. По данным ЦИК Республики, из 2 930 000 зарегистрированных избирателей за 3 дня к урнам для голосования пришли более 2 300 000. Явка по республике составила 78,9%, что на уровне прошлых выборов, но ощутимо выше, чем в среднем по стране. В основе такой активности позитивный настрой наших жителей, опирающийся на зримые достижения республики в экономике, реализация национальных проектов и президентских программ, ситуация социальной стабильности и межнационального согласия. Голосованием по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» воспользовались порядка 17 000 человек. Убедительную поддержку татарстанцы оказали кандидатам от «Единой России», 79% голосов за список, все 6 одномандатных округов республики также остались за «Единой Россией». По предварительным данным, депутатами Государственной Думы 8-го созыва избраны 4 депутата Государственного совета, заместитель председателя Госсовета Татьяна Петровна Ларионова, директор строительно-монтажного управления 88 Илья Святославович Вольфсон, генеральный директор управляющей компании «Уютный дом» Марат Абдулхаевич Нуриев и заместитель председателя Комитета по социальной политике Артем Вячеславович Прокофьев. Естественно, завтра мы надеемся получить подтверждение со стороны Центральной избирательной комиссии, но, мне кажется, есть смысл от имени присутствующих поздравить наших коллег, пожелать им достойно представлять интересы республики и Российской Федерации. Спасибо. В эти же дни на довыборах был доукомплектован Государственный совет. По Азинскому и студенческому округу избранный генеральный директор группы компании «ЖЭК города Казани» Эмиль Наилевич Хуснутдинов и председатель первичной профсоюзной организации АО «Танека» Ринат Райхатович Сибгатуллин. Поздравляем наших коллег, успехов вам, подключайтесь к плодотворной работе. Достаточно высоким был интерес жителей к муниципальным довыборам. В 42 районах и Казани распределены 226 мандатов муниципального уровня. Лидерство 130 или 57,5% вновь за партией парламентского большинства. В целом избирательная кампания прошла конкурентно и открыто в строгом соответствии с законодательством о выборах, а также соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Трехдневный режим объективно позволил развести потоки голосующих, выдерживать социальную дистанцию. Непосредственно в дни голосования процесс волеизъявления жителей обеспечили 2810 участковых избирательных комиссий и порядка 22 членов избиркомов. Наблюдение вели около 16 000 представителей от партий и кандидатов, общественной палаты. Официально работали международные наблюдатели, эксперты, в том числе от миссии СНГ. В дни голосования в ЦИК поступило 52 сообщения о нарушениях. По каждому оперативно проведена проверка. В большинстве своем факты, изложенные в сообщениях, не подтвердились. Отмечу традиционно высокое внимание со стороны СМИ, в том числе 62 аккредитованных медиа, иностранных СМИ, сотни журналистов и блогеров. По традиции работал Единый информационный центр Общественной палаты. Уважаемые участники заседания, от имени депутатов Государственного совета позвольте еще раз поблагодарить всех татарстанцев за активную гражданскую позицию и ответственный выбор. Огромное спасибо членам участковых комиссий, сотрудникам Центральной избирательной комиссии республики, Общественной палаты, наблюдателям, представителям СМИ за вклад в реализацию конституционного права граждан избирать и быть избранным. Ну и особая признательность коллегам, депутатам всех уровней, главам, активу района, которые провели серьезную разъяснительную
четкую работу с населением в округах, трудовых коллективах. Думаю, мы вправе сказать, что вновь, как это всегда, мы выступили как единая мощная команда Татарстана, и наша республика снова в числе лидеров по активности избирателей и по явке. В повестку дня 24-го заседания Госсовета, согласно решению Президиума Республиканского парламента, было включено 26 вопросов, в том числе 19 проектов республиканских законов и 2 федеральных законопроекта. Среди важных решений татарстанских депутатов – установление экспериментального правового режима в сфере эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на территории города Иннополис. В случае принятия данного решения правительством России, Иннополис может стать первой в России и Европе территорией без правовых ограничений в сфере цифровых инноваций. В настоящее время на территории Иннополиса курсирует 8 беспилотных автомобилей, принадлежащих компании «Яндекс». За время эксперимента в режиме такси совершено более 21 тысячи автономных поездок. Фактов дорожно-транспортных происшествий с участием автономного транспорта не зафиксировано. Срок проведения эксперимента истекает 21 марта 2022 года. В январе 2021 года вступил в силу федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законом введен новый механизм тестирования инновационных технологий в рамках специального регулирования вместо общего. То есть предусматривается применение специальных норм в случаях, когда общие нормы затрудняют или делают невозможным цифровые инновации. Речь не идет о том, что определяется территория без правил. Напротив, будет применяться специальная норма, которая подлежит установлению программой экспериментального правового режима, утверждаемой федеральным правительством. Установление экспериментальных режимов возможно в нескольких сферах, в том числе медицине, сельском хозяйстве, финансах и транспорте, в числе автономных транспортных средств. Механизм установления экспериментальных правовых режимов предусматривает наличие инициативного предложения в адрес федерального органа власти. Таким органом является Министерство экономики России, в которую компания «Яндекс» внесена соответствующая инициатива об установлении на территории города Иннополис экспериментального правового режима по эксплуатации автономного транспорта. Решение о его установлении принимается правительством России в виде программы, которая будет определять условия, сроки и территорию, на которой этот режим подлежит внедрению. Для высшего исполнительного органа субъекта установлено требование о необходимости подготовки заключения о возможности или невозможности такого установления с учетом позиции законодательного органа субъекта. Государственный совет поступило обращение заместителя премьер-министра Шайхутдинова Романа Александровича по инициативному предложению компании «Яндекс», поддержанной нашим президентом. Данная инициатива с учетом наличия практически 3-летнего опыта тестирования комитетом также поддержана. Следует отметить, что Татарстан – первый регион России, принимающий подобное решение. Будем надеяться, что формирование экспериментальной площадки на базе Иннополиса позволит расширить границы работоспособности автономного транспорта и создаст предпосылки для масштабного внедрения цифровых технологий в сфере транспорта. Также депутаты Государственного совета приняли обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу внесения изменений в правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Речь идет о семьях с детьми, участниках программы соципотеки, которые столкнулись со сложностями в реализации мат-капитала для погашения кредита. Данное обращение подготовлено совместно с Государственным жилищным фондом. Поводом для обращения федерального правительства стали вопросы, поднимаемые гражданами, участниками программы социальной ипотеки, связанные с реализацией средств материнского капитала на цели улучшения жилищных условий. Дело в том, что в октябре 2020 года правительством Российской Федерации были внесены изменения в правила использования средств материнского капитала, которые предусматривают требования о наличии зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов. В результате таких изменений, выстроенные на протяжении порядка 20 лет, схема работы Государственного жилищного фонда Республики Татарстан по обеспечению граждан жильем на льготных основаниях перестала соответствовать предъявляемым требованиям. Как следствие, граждане, имеющие детей, лишились возможности использовать средства материнского капитала в счет оплаты жилья, приобретаемой в рамках программы социальной ипотеки. Такой подход, по мнению самих граждан, нарушает баланс интересов между соответствующими категориями получателей мер государственной поддержки. Программа социальной ипотеки реализуется в республике 2005 года.
В этот период она показала свою востребованность и социальную значимость. Об этом свидетельствуют данные о количестве обеспеченных жильем татарстанских семей, которые составляют более 170 тысяч семей. Из этих семей 12 тысяч участников программы получателей меры федеральной и республиканской поддержки на общую сумму в 11 миллиардов рублей. На учете на улучшение жилищных условий по данной программе состоят 12 тысяч семей бюджетников и работников организаций, вносящих финансовый вклад в обеспечение своих сотрудников льготным жильем. Получателями средств материнского капитала являются более 4 тысяч семей участников программы. Средства материнского капитала в совокупности с мерой республиканской поддержки в размере 200 тысяч на каждого ребенка является весомой поддержкой семей с детьми в обеспечении их жилищными условиями. Сохранение права участников программы социальной ипотеки на использование средств материального капитала на цели приобретения жилья на тех же льготных условиях возможно только путем внесения изменений в федеральные правила. В этих целях подготовлен проект обращения Государственного совета в адрес председателя правительства, которым предлагается исключить из правила требования о наличии зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов, в договорах, с которыми в качестве гаранта выступают специализированные организации, созданные субъектом Российской Федерации и осуществляющие социальные функции. Предварительное обращение рассмотрено и обсуждалось в Комитете Государственного совета по жилищной политике. Просим вас, уважаемые коллеги, его также поддержать и выражаем надежду, что принятые сегодня решения способствуют принятию федеральным правительством необходимых для наших граждан решений. Спасибо. Какие вопросы к Марату Абдулхаевичу есть? Спасибо. Спасибо. Ну, нет необходимости говорить, да, важность этого документа. Ну и тем более, что у нас есть уже прецедент. Мы обращались по материнскому капиталу ранее, и руководство правительства Российской Федерации поддержало предложение Татарстана в этой части. Будем надеяться, что и эта инициатива тоже будет поддержана. Во всяком случае, я думаю, мы на поручение в любом случае протокольно нашим будущим депутатам Государственной Думы дадим. Ставлю проект постановления, который у вас на руках имеется, на голосование. Прошу определиться. В рамках очередного заседания Государственного совета в первом чтении и в целом был принят законопроект об установлении на 2022 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда Республики Татарстан. Парламентарии поддержали предложение Минтруда, занятости и социальной защиты республики об утверждении регионального коэффициента для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов в следующем году. Вашему вниманию представлен проект закона Республики Татарстан об установлении на 2022 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Республике Татарстан. В соответствии с положением федерального закона субъектам Российской Федерации предоставлено право ежегодно устанавливать такой коэффициент по фиксированным авансовым платежам по налогу на доходы физических лиц иностранных граждан, которые осуществляют свою трудовую деятельность по патентам. Проект закона предусматривает введение регионального коэффициента в размере 2 единиц к устанавливаемому на федеральном уровне фиксированному авансовому платежу за патент. В 2021 году, я напомню, такой коэффициент был установлен на уровне 1,95. Определение регионального коэффициента базируется на соотношении 13% налога на доходы физических лиц от прогнозной среднемесячной заработной платы иностранных граждан на 2022 год в размере 36 923 рублей, а также на размере фиксированного авансового платежа по налогу, который устанавливается на уровне федеральном. И сегодня он определен в размере 1200 рублей с учетом предполагаемого коэффициента дефлятора, который также рассчитывается Министерством экономики Российской Федерации. И таким образом размер регионального коэффициента определит стоимость патента в республике, которая предположительно составит с учетом коэффициента 4800 рублей. Вводимый коэффициент обеспечит поступление налогов от доходов иностранных работников, будет способствовать пресечению теневых выплат заработных плат за счет предоставления юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, возможности легально привлекать мигрантов с уплатой соответствующего патента. Необходимо отметить, что вся сумма взимаемых платежей по налогу на доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в республике, в полном объеме зачисляется в республиканский бюджет. Так, по состоянию на
сегодняшний день. В 2019 году сумма составила 594 рубля и 539 рублей сегодня. Прошу поддержать. 539 миллионов рублей. В первом чтении и в целом был принят законопроект о внесении изменений в Республиканский закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Документ подготовлен в связи с необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Как отметил депутат Айдар Шамсуддинов, данным законопроектом духовные образовательные организации наделяются правом проводить аттестацию и реализовывать дополнительные профессиональные программы для священнослужителей, получивших духовное образование в зарубежных образовательных организациях. Во избежание вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма, предлагается установить запрет для отдельных лиц быть руководителем, участником религиозной группы. Ранее аналогичные запреты были установлены для религиозных организаций. Также предусматриваются изменения периодичности представления в территориальный орган Минюста России уведомления о продолжении деятельности религиозной группы не реже 1 раза в год. Законопроектом также вносится ряд редакционных изменений, которые обусловлены уточнением формулировок и терминологии в соответствии с федеральным законом. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы законопроект был размещен на официальном сайте Государственного совета Республики Татарстан, а также на информационном портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения. Замечаний и предложений не поступало. К законопроекту имеются все необходимые заключения. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании комитета. Руководствуясь пунктом 6 статьи 96 Регламента Государственного совета Республики Татарстан, предлагаем принять данный законопроект в 2 чтениях, первом и третьем, без перехода ко второму чтению. Вопросы, коллеги, есть к Айдару Ильдаровичу? Да, пожалуйста, Шамилов. Есть вопрос. Уважаемый Айдар Ильдарович, депутат Шамилов, депутатская группа «Татарстан. Новый век». Значит, в соответствии с изменениями пункт 7 признается новым законом, утратившим силу. То есть там, где ребенок ограждается от любой формы дискриминации по религиозным убеждениям. И этот пункт утрачивает силу и присоединяется в более ограниченной форме к пункту 4. Мне несколько непонятно, когда мы изучали, может быть, авторы закона пояснят, почему данный пункт нужно исключить, сжать и именно перенести в пункт 4. Когда мы на комитете рассматривали вообще данные пункты, там шла речь о том, что в федеральном законе такие понятия, как ребенок, были заменены понятиями несовершеннолетний, и в данном случае было расхождение в пунктах с федеральным и республиканскими законами. Поэтому в данном случае я думаю, что это не принципиально, и суть остается по большому счету в том, чтобы ребенок был огорожен от возможного религиозного давления и насилия. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Шамилову, пожалуйста. Конституция Российской Федерации четко прописывает определение понятия ребенка как гражданина, не достигшего совершеннолетия, то есть 18-летия возраста, и выделяет два возраста с юридической точки зрения. С рождения до 14 лет дети являются малолетними, то есть в этот период от имени ребенка действуют его законные представители, оба родители, либо один из них, либо опекуны, либо усыновители, либо другие, которые установлены законом, либо судом. Предлагаемая норма закона, право на обучение малолетних религий, состоит сейчас и будет состоять из 2 составляющих. Первое – воля малолетнего, послушайте, да, и второе – согласие родителей. Можем ли мы руководствоваться волей ребенка 3, 4, 5, 6, 7, 8 лет? Просто давайте подумаем, да, летним ребенком, который юридически во всех других вопросах является недееспособным. Однако нашим законодательством определено нормами, что с 10-летнего возраста ребенок имеет право на выражение своего мнения при решении внутрисемейных вопросов, затрагивающих его интересы, решать, с кем из родителей он хочет проживать при расторжении брака, не дай бог, если такое случается, соглашаться или не соглашаться с изменением своей фамилии, имен, отчества, участвовать в восстановлении родительских прав. То есть с 10-летнего возраста соглашаться или не соглашаться со своим усыновителем, передача в приемную семью, назначение опекуна. То есть с 10-летнего возраста у него появляются уже определенные права. Так может быть, нам надо рассмотреть, что именно
эту норму волеизъявления, обучения религии малолетнего ребенка тоже должна действовать с 10-летнего возраста, а не с общей нормы, значит, воли малолетнего. Все, спасибо. Спасибо. Любое мнение имеет право на жизнь. В данном случае у нас предложен проект постановления, подготовленный комитетом. Поэтому ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении и в целом. Прошу определиться. Решение принято. Спасибо. В первом чтении и в целом был принят законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Татарстана и Республиканский закон об образовании. Законопроект представил депутат Нияз Гафиатуллин. Законопроект разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, которым установлено право преимущественного приема на обучение в государственной и муниципальной образовательной организации по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования. Согласно нововведениям, преимуществом при приеме обладают дети, чьи братья или сестры уже обучаются в данной образовательной организации, независимо от того, являются ли они полнородными, проживают в одной семье и имеют общее место жительства. Соответствующие изменения вносятся в Семейный кодекс Республики Татарстан и Закон Республики Татарстан об образовании. Также в соответствии с федеральным законодательством уточняется полномочия Кабинета министров Республики Татарстан по установлению порядка выплаты штрафа за неисполнение обязательства образовательной организации, являющейся заказчиком целевого обучения по трудоустройству гражданина, предусмотренного договором о целевом обучении по образовательным программам высшего образования. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы законопроект был размещен на официальном сайте Государственного совета Республики Татарстан, а также на информационном портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения. Замечаний и предложений не поступило. К законопроекту имеются все необходимые заключения. Он рассмотрен и одобрен на заседании комитета. И, руководствуясь пунктом 6 статьи 96 Регламента Государственного совета Республики Татарстан, предлагаем принять данный законопроект в двух чтениях, первом и третьем, без перехода к второму. Спасибо. Какие есть вопросы к Ниязу Мансуровичу? Законопроект, рожденный, собственно, из предложений избирателей. Вы сами все с этим сталкивались неоднократно. Спасибо. Записавшихся нет. Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, поэтому ставлю на голосование принятие законопроекта в первом чтении и в целом. Вы смотрели программу «Закон, парламент, общество». Рассказ о деятельности татарстанских депутатов и Государственного совета Республики Татарстан мы продолжим в следующее воскресенье. До встречи на ТНВ и будьте здоровы!